А вы знаете, что NVIDIA это первая компания в мире, которая достигла рыночной стоимости в $5 триллионов США. И знаете почему? Благодаря искусственному интеллекту. Потому что основными продуктами NVIDIA являются чипы, то есть видеокарты, которые активно используются в тренировке и развертывании моделей по искусственному интеллекту. И на сегодняшний день такие мировые гиганты, как Google, OpenAI, Meta, все стали в очередь, чтобы получить эти чипы, потому что это основной атрибут для тренировки модели искусственного интеллекта. Что же с Казахстаном? Нужно ли нам включаться в эту гонку, создавать собственные модели, либо адаптировать зарубежные аналоги? Какой будет спрос на рынке? Какая польза, экономика от этого всего? Если учитывать, что одна компания NVIDIA во много раз больше ВВП не только Казахстана, но и всех стран Центральной Азии вместе взятых. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сперва обсудим цифровой суверенитет. В масштабе компании, организации либо государства это управление собственными данными, технологиями, цифровой инфраструктурой. Необходимо иметь собственную цифровую инфраструктуру, потому что в один прекрасный день внезапно могут закрыть доступ к серверам, которые находятся за рубежом. Получается, цифровой суверенитет – это даже сказать можно вопрос национальной безопасности. Наш институт умных систем и искусственного интеллекта ИСАИ при Назарбаев Университете – первая академическая организация в стране, которая с 2019 года начала использовать цифровую инфраструктуру, те же самые суперкомпьютеры от NVIDIA, для разработки моделей по искусственному интеллекту. Нашим следующим логическим шагом для развития было создание первой национальной большой языковой модели KazLLM. Но возвращаясь к вопросу, необходимо ли нам создавать собственную модель, почему бы не использовать имеющиеся зарубежные аналоги? В рамках реализации KazLLM мы преследовали 4 основные цели. Первое – это развитие кадрового потенциала страны, так как наш весь состав института – это казахстанцы. То есть, работая с современными технологиями, с большим объемом данных, наши сотрудники, разработчики, дата-сайентисты приобретали большой опыт, знания и экспертизу. Второй аспект – культурный. Как бы хорошо, условно, ChatGPT не говорил и понимал казахский язык, сможет ли вам он ответить на казахском языке в соответствии с нашим мышлением. Собирая данные для KazLLM, мы в первую очередь фокусировались на данных, которые отражают нашу историю, традиции, местный колорит, контент, наше мышление. Третий аспект – это экономический. На базе KazLLM стартапы, технологические компании, академические организации могут создавать и развивать свои продукты либо приложения, тем самым внося лепту в развитие экономики страны. Четвертый аспект – это защита данных. Так как KazLLM развернут на цифровой инфраструктуре, находящейся в стране, нет необходимости направлять данные, запросы на сервера, которые находятся за рубежом. Создавая KazLLM в прошлом году, это была наша большая основная цель. Но в этом году это уже история, потому что искусственный интеллект развивается стремительными шагами. И такие большие компании, в том числе и DeepSeek, уже в этом году релизнули такие модели, которые не только распознают текст, но уже работают с рисунками, видео, аудио. Чтобы не отстать от развития технологий, ИСАИ также в этом году сделал упор на развитие данных моделей. Мы создали модель OILAN, это Language Visual Audio Model, который работает не только с текстом, но и с рисунками, с аудио. Простой пример. Можем загрузить пример по математике, и модель OILAN вам даст решение и ответ. И что самое главное, фокус обратно же мы делаем на казахский язык. Наша другая модель Бейнеле, модель, которая генерирует рисунки на основе текста. То есть вы пишете промпт, и Бейнеле он генерирует рисунок. В основу нашей модели Бейнеле легли данные, которые именно репрезентируют нашу страну. Когда мы напишем промпт, нарисуй мне семью в традиционной одежде, условно Gemini сперва выдаст более западно-ориентированный контекст, когда Бейнеле более местный колорит. Другая модель, всем известна, Mangosöz, онлайн-переводчик. У него есть 4 основные функции. Это перевод из текста в текст, из текста в речь, из речи в текст и из речи в речь. Сейчас работает на 5 языках: казахский, русский, английский, турецкий и китайский. Со временем будут новые языки добавляться. Следующая модель Tilsync. Это субтитры с переводом в режиме реального времени. У вас проходит международная конференция, приехал зарубежный спикер, говорит на английском языке, и внизу на экране происходит перевод на казахский и русский язык с транскрипцией. ИСАИ, как передовой институт по развитию искусственного интеллекта в стране, опирается на 2 главных принципа в своей работе. Это AI for Good, то есть ИИ во благо, and AI for Kazakhstan, ИИ для развития Казахстана. Поэтому мы считаем необходимым поддерживать развитие экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане, потому что она, в свою очередь, несет свою положительную, позитивную лепту в развитие страны. Все наши продукты, которые я перечислил,
находится на плейграунде по данной ссылке. Любой желающий может зарегистрироваться, протестить и использовать наши модели, тем самым неся свою лепту в развитие казахского языка в цифровом мире.